Письмо родным. Ноябрь 1942 год. Я живу хорошо. Жизнь в армии мне очень нравится. По крайней мере, чувствуешь себя настоящим человеком и во многом изменяешься. После войны буду продолжать гражданскую специальность, а пока овладею военной. Меня не узнать сейчас. Вот сфотографируюсь и пришлю карточку. Ну, пока все. Пиши, дорогая Таня, ведь ты сама знаешь, что значит чуть ли не полгода ни одной весточки не получить. Мамочка, ты только не беспокойся за всех нас. Ты только должна гордиться, что и сын, и дочь, которых ты воспитала, служат в Красной армии. Ведь ты же знаешь, что это нужно Родине. Будь спокойна, дорогая мамуся. Если нужно будет, то твои дети никогда не подведут. Так воспитали вы нас, так воспитывает нас комсомол. Если нужно будет умереть, то мы умрем, как умирают сотни и тысячи наших славных бойцов на фронтах Отечественной войны. Ведь сколько девушек, юношей отдают свои жизни во имя спасения нашей Родины. Сколько прекрасных, достойных людей бесстрашно сражаются и прекрасно умирают в боях, но не сдаются. Разве это еще не пример? И наш долг перед всем народом успешно овладеть военной специальностью и стать полноценными бойцами Красной армии. Эх, мамуся, не горюй, ни одного года не останется на нашей земле. Пока всего. Танюша, пиши, береги маму, Верочку. Целую вас всех крепко-крепко.